танец, он может передать с помощью жеста гораздо больше, чем слова. Само время уже как бы диктует другую пластику. И только так культура живет. Тщеславие, алчность, гордыня. Боже мой, неужели этим людям восхищались? Это либо какое-то очень сложное произведение в духе Борхеса. Там нету ни одного ни эпизодического, ни главного персонажа. Какой ужас! В декабре прошлого года состоялась премьера музыкально-хореографического спектакля «Притчи Харас Агыл. Черные леса» по мотивам одноименного произведения Сергея Зверева «Кылола». Главная нить событий нанизана на отношения человека и природы. Об этом мы поговорим сегодня с нашим героем, режиссером Костасом Марсаном. В эфире «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Поздравляю вас с премьерой. Спасибо. И как так получилось, что, вы уже известный как кинорежиссер, но как так получилось, что вдруг хореография? Мне кажется, мне нужно в этом плане поблагодарить, как ни странно, пандемию, потому что благодаря вот этим обстоятельствам очень многие кинопроекты закрылись либо приостановились. И вдруг появилась вот такая возможность. То есть театр танца мне предложил попробовать в этой совершенно для меня новой области. Мне показалось это интересным. Но удивились, нет, когда предложили? Ну, в принципе, нет особо, потому что до этого я как раз работал с театром оперы и балета. Мы ставили оперу «Юко и Аннеке». И вот после этого театр танца, в общем-то, они заинтересовались и вот предложили мне в качестве спектакля «Черные леса» Сергея Зверева. Ну вот нам известно, что рукописи автора сохранились в несколько хаотичном таком состоянии, и когда вы познакомились с произведением, вам пришлось потрудиться, основную мысль самому сформулировать. Вот насколько далеко вы ушли от произведения? Довольно-таки своеобразное произведение, оказывается. Она практически не ставилась никогда, то есть там была какая-то постановка в Сунтарах. Но потому что само по себе произведение очень запутанное. Есть вообще версия, да, каких-то исследователей, что это не цельное произведение, а несколько черновиков, набросков, которые потом, уже после смерти Сергея Зверева, вот взяли и просто вот скомпилировали и назвали «Черные леса». Потому что странно, да, вот произведение называется «Черная лиса», но там нету ни одного ни эпизодического, ни главного персонажа, которого вы так звали. Там есть несколько шкурок черной лисы, вначале вот так мелькает, потом все забывают о них и начинаются какие-то распри, а конец вообще какая-то битва ботуров и прочее, да, то есть тут каких-то... Это либо какое-то очень сложное произведение в духе Борхеса, «Сада расходящихся тропок», да, где логика между связью событиями не очевидна. Ну, либо действительно это просто вот случайные какие-то листки, которые вот каким-то образом оказались вместе. Но в любом случае мы максимально с уважением отнеслись к первоисточнику, потому что все персонажи, которые там присутствуют, они сохранились. Только там мы местами поменяли дочку и сына, то есть в оригинале сын у Салбантая, а дочка у Кычаная. Но мы их так поменяли местами. А «Черную лису» вот пришлось от начала до конца придумать. То есть это вот связующее некое, которое дает вот логику всем событиям. Это вот у нас стала «Черная лиса», образ черной лисы. Это и символ природы, и символ материнства, и символ такой некой гармонии, которая была нарушена. А вообще вот образ лисы в якутской мифологии, он схож ли с образом лисы вот в мифологии китайской или японской, там целая традиция, да, лисы-оборотни? Вот, кстати говоря, да, действительно, лиса же в китайской мифологии, она имеет отрицательную такую характеристику. Это обычно такие обманы, да.
А в якутской мифологии лиса, в принципе, тоже как бы хитрая, да, там много удаганок имеет как в качестве тотема именно лису. Но в то же время она достаточно такой могущественный персонаж. То есть она находится в таком, на грани между мистическим миром и реальным миром. Вот. Но тут у нас есть один нюанс, да, в плане того, что лиса черная. А, скажем, в природе черная лиса, она встречается очень-очень редко. И это как вот добыть белого слона, да, встретить. То есть человек, который некогда поймал черную лису, он богател мгновенно. И вот на этом мы решили построить всю историю, потому что вот живет себе черная лиса, и она же не понимает, какую ценность она представляет в качестве добычи, да, для людей. Она просто вот мать, у нее 8 детишек, и она вот счастливо живет на лоне природы. Но лиса это же как символ природы. Да, в этом плане, да. Да, и природа-мать, да, она сегодня как бы дает человеку шанс, что пора задуматься о том, что вокруг происходит. И тут и возникает действие охотника, который поймал этих 8 лисят и продает их шкурки. И вот переход этих шкурок, в общем-то, запускает эту цепь грехов, страстей, пороков, которые, в принципе, у нас, в общем-то, вечные явления в человеческом обществе. А вот эти вот перемещения во времени? Да, и вот это вот как раз и сделали намек, да, что тщеславие, алчность, гордыня, они вечные спутники человека, и какое бы время ни было, человек, в принципе, не меняется. То есть у нас действие плавно переходит из, скажем, 13 века в 17 век, откуда купец Албан-Джаранха, и у него даже цветом подчеркнуто, то есть вот костюм зеленого цвета, ну это как раз вот образ денег, да, гринит, да. Он переходит в 19 век, приходит к богачу, который имеет красные оттенки, а это уже страсть, это уже как бы злость, да, ну, то есть такие вот цвета открытых эмоций, да, скажем, он человек тоже такой достаточно импульсивный, его дочка очень капризная, да, как бы не терпящая возражений девушка, собственно говоря, она и подначивает вот как бы убить купца. И далее мы переходим уже в наше время с 19-го, образ Кытчана и его сына. Они в современных костюмах, белого цвета, цвет гордыни, цвет тщеславия, цвет высокомерия. Какой ужас! Ну вот такие вот у нас были и в том числе цветовые намеки. То есть, получается, цветовые намеки, символ лисы, но вообще притча, она позволяет говорить Да, языком символов, метафор. И для меня, честно говоря, тоже было открытие, что танец, он может передать с помощью жеста гораздо больше, чем слова. В этом плане вот действительно для меня большое такое открытие, ну, возможность поработать с этим абсолютно условным театром. Танец — это все-таки очень условный язык. И оказалось, что с помощью вот движений можно передавать очень сложные состояния, очень сложные идеи и концепты. Получается, что весь спектакль — это образ современного мира в целом. Ну, скажем, человеческого мира в целом. То есть у нас идет как бы исторический некий обзор, да, и сквозь них вот бежит лиса за своими лисятами. Ну, там у нас же еще и вот тема коробок идет, да, коробка
у охотника она такая деревянная, берестяная, коробка у купца медная, далее идет серебряная и золотая, да, ну, вот, от богача до князя. И каждый раз у нас, собственно, меняется еще и ценность вот этих вот шкурок. Она растет. Она растет, она становится более такой объемной. Ну и, в общем-то, в конце, когда вот наше время, в принципе, можно вложить в эту коробку смысл того, что, ну, например, там природные богатства, да, вообще там нефть, газ, золото, алмазы и так далее, и так далее. Привнесли ли вы что-то, какие-то киноприемы в этот спектакль? Так как изначально уже задумывались сделать его как видеоверсия, чтобы выйти онлайн, в принципе, да, там во время переходов есть такие наплывы, да, есть монтажные решения. В общем-то, мы, да, применяли. Расскажите немножко о команде, которая работала. Команда собралась очень хорошая, профессиональная. Светлана Бессонова, она выступила хореографом-постановщиком, имеет большой опыт. Она же и художественный руководитель театра. Екатерина Шапошникова, она художник-постановщик. Вот, и как раз вот мы с ней работали насчет вот, символов цвета, костюмов. Вот, очень много вот она привнесла своих идей таких. Ну и показать разные эпохи. И движения меняются. И движения. Потому что вот, да, и как раз вот перед Светланой, получается, стояла такая задача вот постепенно осовременивать танец. То есть если вначале у нас идут такие архаические танцы, ритуальные танцы, есть и намеки на движения, которые были разработаны Сергеем Зверевым, да, ну, знаменитый Огор Винкюте, то в конце пластика уже приобретает более такую абстрактную форму, и вот таким образом у нас показывается еще и движение времени. А об актерах немножко расскажите. Сложно было работать? Да, я бы не сказал, что сложно, да, потому что, вот как ни странно, как раз-таки актеры-танцоры, они вот как-то очень быстро схватывают ритм. Вот и уже лучше стали движения. И главное вот какие-то акценты им сказать, что вот здесь характер такой, здесь нужно поискать какое-то другое движение, и они, в принципе, вот входят потом в образ и сами уже что-то начинают. Да, вот, например, вот танец, княжеский танец, это вот, по-моему, полностью импровизация вот Альберта Никитина, который исполнял. А вы сами в детстве танцевали? Ну, в школе был кружок танцевальный, поэтому я потом только вспомнил, да, потому что вот этот эпизод как-то забылся. Ну, то есть я в свое время ходил в танцевальный кружок, мы там даже танцевали в клубе, на сцене, да. Вот. И потом, ну, был большой перерыв, и как-то это все забылось, да, то есть, ну, танцевал, не танцевал. И тут, когда вот начинаешь погружаться в эту тему танцевального спектакля, и вспомнилось. Даже если есть небольшой опыт того, что ты когда-то сам проходил через это, тебе легче понимать танцоров. То есть этот опыт все-таки помог? Оказывается, да, ничего зря не бывает в жизни. То есть я когда-то, может, и думал, что зачем я ходил в этот танцевальный кружок, а вот оказывается, как оно поворачивается. Ну, не зря говорят, что танец — это всегда глоток что-то нового. Вот как должен развиваться танец? В традиционном подходе или более в новаторском? Вот? Ну, тут, конечно, сама концепция, да, театр национального танца, она немножко предполагает, конечно, что есть какие-то каноны, да. Но превращать все это в абсолют тоже не стоит, да, потому что все-таки ключевое это слово «театр», а не «музей». Вот если бы это был музей национального танца, да, там понятно, да, что это надо сохранять в неизменном совершенно виде. Но если это театр, то театр — это живое всегда. Оно всегда должно так или иначе реагировать на пульс времени, на ритм времени. И
пластика людей же меняется со временем. То есть, если мы смотрим даже вот старые записи, да, вот балетов, например, там, начала 20 века, мы же видим и думаем, боже мой, неужели этим людям восхищались? И разрешали им вообще на сцену выходить. Ну да, там немножко формы даже другие. А сейчас-то вот само время уже как бы диктует и другую пластику, и другое движение, и другие смыслы, да. И мне кажется, в этом плане нужно все равно привносить даже в национальный танец что-то другое. Потому что только так культура живет, иначе она превратится просто вот в витрину, неприкасаемую нечто, да. И мне кажется, не нужно бояться привносить что-то современное, экспериментировать. В тех же рамках, например, канона можно очень много интерпретировать и каких-то разных ходов танцевальных придумать. В конце концов, даже сам Сергей Зверев, он же тоже в свое время был новатором. Ему тоже приходилось очень много вот как бы от себя привносить, возможно, даже встречать какое-то сопротивление в свое время. Там тоже тогда наверняка тоже говорили, нет, Сахалар так не танцевали и так далее, да. Но теперь-то его все танцы канонические, наоборот, мы думаем, что вот всю жизнь так якуты и танцевали. Хотя Огорюн-Кюте — это, в общем-то, изобретение 50-х же годов. Потому что часто очень, ну, как я понял, у них в практике встречается, что они обращаются к экспертам, к историкам, к этнографам, но они же ни разу не танцоры же, они не понимают вот сути вот этого театра, и они вот чисто вот, нет, вот только так, должно быть так, но это, я считаю, запрягать повозку впереди лошади, да. В нашем спектакле вот эти вот эксперты, они не навязывали вот свое. Пускай вот будет сначала спектакль, а там уже пускай эксперты находят, да, вот, что соответствует, что не соответствует, что интересно, что неинтересно, как говорится. И раз вот театр, то театр тоже должен очень многое от себя привносить. Каждая постановка, которая талантливая постановка, да, она всегда предполагает разные трактовки, да. Ну да, кстати, мы когда вот после премьеры, да, уже выпустили онлайн спектакль, и очень многие посмотрели, меня самого удивило, да, насколько много разных трактовок финала было. И в принципе я стараюсь уже никак не комментировать финал, да, чтобы вот действительно у каждого человека был свой финал. И в этом, наверное, суть искусства, чтобы не было плаката, чтобы была какая-то вот туманность, какая-то неоднозначность, какая-то многотрактовочность. И это личное переживание каждого зрителя. И если тот или иной зритель увидел там свою какую-то историю, и она откликнулась у него, это даже хорошо. Тогда это и есть искусство. Да. Потому что если в тебе ничего не отзывается, то... Ну да, суть как раз-таки именно в этом, чтобы пробудить внутреннее человека. В чем вы видите сверхзадачу и миссию этого спектакля и в целом якутского танца? Но мне кажется, что в этом спектакле мы постарались объединить все наработки национального танца, которые на данный момент существуют. Именно в плане этнического танца вот весь опыт там аккумулировать. И, в общем-то, он там представлен. Можете основную идею спектакля сформулировать в одном предложении? Природа вечна, а человек, он, скорее всего, временное явление. И даже когда мы исчезнем, природа будет и дальше торжествовать, развиваться, и, возможно, даже не заметит, что когда-то было человечество. Ну а потом люди решили, что они цари природы. Вот, да, хотя, в общем-то, история наша по сравнению всей истории Земли — это вот 1 секунда. То есть человек — это не царь природы? Ни в коем случае. Я слышала, что вам предложили
опять стать режиссером-постановщиком хореографического спектакля? Да, поступило такое предложение, в принципе, очень интересное. Но тут уже выступает другая легенда. Постановка будет называться «Курган», «Халджае». И там как раз про действие происходит там в XVI веке. Идея о том, что есть места, где очень тонкая грань между потусторонним миром и реальным миром. И сквозь вот эти вот щели в этот мир проникают сущности из нижнего мира, и о том, как люди в свое время защищались от и делали землю пригодной для человека, а не для этих темных сущностей, скажем так. То есть мистическая опять какая-то история? Ну да. Костас, ну вот буквально на этой неделе выходит в прокат, даже не побоюсь этого слова, в мировой прокат, ваш новый фильм, мистический триллер «Ичи». Вы как любитель потустороннего, вот я в одном из интервью вычитала, что в работе над фильмом вы ощутили изъяны советского классического кинообразования, которое упускало из виду такой жанр, как фильм ужасов, и поэтому пришлось самостоятельно доучиваться у одного из родоначальников этого жанра, Марио Бавы. Расскажите про работу над фильмом. Какие трудности, почему именно такой жанр? Ну, в советском кинематографе действительно очень не было такого жанра, как хоррор. Ну вот, но это классика все-таки, да, это Гоголь, это классика, это как-то вот пытались вот под это дело. Но именно как жанр, как именно игра, вот его действительно было практически не было, можно сказать. Вот. Поэтому в киношколе нам даже не показывали фильмы ужасов, то есть их не было. Нам показывали какие-то вот эти драмы, да, очень серьезное такое кино, но именно как жанрового разнообразия не было. То есть мы как выпускники, я не знаю, да, то есть очень мало получали именно в плане работы над тем или иным жанром. Ну, в том числе и мистика, триллеры, хорроры. Вот. Часто вот спрашивают, да, может, вы вот снимали мистический фильм, а происходили ли какие-то мистические события во время самих съемок? Вот одно довольно-таки странное случилось, да, потому что у нас до последнего момента не было текста колыбельной. То есть по сюжету бабушка поет внуку колыбельную на якутском языке. Захрапело страшное чудовище Ламамус, что весь дом затрясся. И нужен был текст этой колыбельной, плюс мелодия, как она поется. Да? Вот. Мы обращались к поэтам, к мелодистам, но они писали, и было не то. Вот не тот текст, и все. Да? А все вот время вот все ближе и ближе к съемкам именно этого эпизода, да. А у нас вот нету, и уже, да, Матрена ходит и спрашивает меня, а что мне петь, да, вот, а есть слова? Я говорю, подожди, да, там делают, пишут, вот. И вот буквально на следующий день съемки текста нет, да, я выхожу в лес после съемок, просто чтобы отдохнуть, сижу под деревом, и вдруг начинают приходить, вот вертеться слова якутские, которые начинают сливаться в строки, а они еще рифмованные, и начинается вот какой-то, ну, рождаться стихотворение. И это было так странно, потому что я ни разу до этого не писал стихи тем более на якутском языке, да. А тут вот сами с собой слова, очень красивые слова, очень простые, но при этом очень какие-то такие глубокие, имеющие такой мистический смысл слова. И они пришли, и вот все приходит, и начинает вот крутиться как колыбельное одно и то же, причем уже с какой-то мелодией. И я, чтобы не потерять вот это все, да, вот, а у меня
ни блокнота, ни карандаша, чтобы это все быстро Телефон? записывать. Телефона тоже не было. Вот все, да, как говорится. Пришлось бежать на базу, ворваться в комнату и начать вот быстро-быстро писать. И то я не все вспомнил, но даже того, что я вспомнил и воспроизвел, хватило на колыбельную. Матрена ее прекрасно спела. И потом, после монтажа, когда мы уже финальную версию выложили, мне показалось, что ключ к разгадке этого фильма во многом в тексте этой колыбельной. Оттуда выскочили старик со старухой, братья и сестры и белая лошадка. Действительно, когда ты начинаешь работать над сценарием, опыт прошлых лет, особенно западного кинематографа, в свое время вот этот жанр развивался там, и какие они приемы и находки уже использовали, уже там в 60-х, 70-х годах, оно очень помогает. Потому что у нас, например, сложился такой стереотип, что хоррор — это исключительно про там маньяка либо чудовище, которое бегает за полуголыми подростками. Да? То есть вот как-то вот «Пятница 13-я», да? Там, «Кошмар на улице Вязов», вот как-то вот с этим связано. Но на самом-то деле есть очень большой пласт хорроров, основанных на мистике, да? Ну вот очень хороший фильм был «Невинные», назывался он, 60-х годов. Абсолютно шикарная готическая атмосфера. Гувернантка приходит в некий замок, где должна воспитывать мальчика и девочку. Вот. И она начинает вдруг подозревать, что дети, скорее всего, захвачены какими-то призраками, и их тела время от времени входят эти сущности. Потому что дети говорят на какие-то эротические темы, да, ну, те вещи, которых они не должны знать вообще. И она начинает расследовать. Сначала идет как детектив, да, о том, что, скорее всего, у них слуги как-то вот не очень хорошо поступали с детьми, да, которые вот исчезли со временем. Но потом все это переходит в область мистики, когда реально начинают показываться вот эти вот призраки, да, которые входят. Но в конце, в финале, мы, например, остаемся в каком-то таком странном ощущении, а не сумасшедшая ли сама эта гувернантка, да. То есть вот эти очень тонкие вещи, да, когда ничего неоднозначно не объяснено, но при этом у человека остается стойкое ощущение и несколько интерпретаций этой истории. Это очень хорошо. Уже в 60-х годах такие делали. То есть человек же все равно живет в каком-то своем пузыре и видит реальность только так, как он хочет. Но это же не факт, что она и есть объективная реальность. Нет, мы все живем в некой такой матрице и воспроизводим то, что хотим видеть. Из-за пандемии затянулась работа над фильмом? Да, я считаю, что затянулось, потому что фильм был готов уже там, в 2019 году, но мы планировали вот выходить в прокат в 2020, но из-за пандемии вот все это сместилось. А что было самым сложным? Ночные съемки. Там 80% фильма происходит ночью. И постоянно нужно ставить свет. В лесу. В лесу. Да, а в лесу света, как говорится, не должно, да, то есть, ну, можно, конечно, какие-то эти приемы использовать, операторские, но вот именно в этом, чтобы сохранить вот эту вот достоверную атмосферу, нам приходилось ловить момент вот между 8 и 9 часами, когда вот эти сумерки, да, когда не сплошное вот темень, да, а еще в воздухе вот такая вот есть сияние. И плюс еще, когда уже наступали сумерки, оператор нашел очень интересное решение разводить костры и освещать факелами лес, лица, и они приобрели совершенно такой мистический,
потустороннюю такую атмосферу. И мне кажется, вот эти сцены очень удались, которые были освещены живым огнем. А как все-таки жанр? Мистический триллер или хоррор? Ну, мне кажется, это больше мистический триллер, да. Потому что для хоррора там недостаточно много крови. Но я знаю, что вот глава республики Асен Сергеевич смотрел на одном из предпоказов вот, и сказал, что фильм очень страшный. Ну, мне кажется, что в Якутии зрители считают очень много контекста местного. И наложенное вот на местную культуру, на местное восприятие мира, фильм, да, он будет иметь больший эффект. Мне хотелось, чтобы зрители очень многие вещи поняли интуитивно, на уровне ощущений. Вначале, когда вот появились первые сообщения о том, что вы собираетесь такой фильм снимать, говорилось, что это основано на какой-то реальной истории. Мы рассматривали, да, вот один из случаев, но по ходу, когда вот начали писать и развивать эту историю, в общем-то, от тех событий ничего не осталось, поэтому, в принципе, это можно сказать, что это от начала до конца, ну, такое литературное имеет основу. Вот в фильме у вас была привлечена российская актриса Марина Васильева. Вот почему вы решили ее пригласить? Не нашлось в Якутии такой? Изначально уже в сценарии было заложено, что у старшего сына жена русская, да? Ну и это, в принципе, вносило тоже такую толику внутреннего конфликта в семье, да? То есть там неприятие матери и так далее, и так далее. Вот. А кастинг мы уже объявляли в Москве. В Якутске мы как-то решили, что В русском драмтеатре нет таких актрис. мы не найдем, да. Ну, вот хотелось именно поработать с российского уровня с российского актеров. уровня актерами. Ага. Очень интересно, да, в плане того, что до этого я посмотрел фильм «Нелюбовь» Звягинцева, и там мне вот очень запомнилась роль Марины, она там играет любовницу. И когда вдруг вот среди вот всех этих портфолио очень многих актрис Попалась ее? попалась она, то есть она тоже отправила Заявку на кастинг, да, отправили? Прямо был очень удивлен, да. Я думал, вау, это же из фильма Звягинцева. Вот. Ну и мне кажется, что... Ну и вообще Марина, в общем-то, очень смелая девушка, потому что вот поехать куда-то за 3-9 земель, да, непонятно куда, непонятно... Тундру, в тайгу. Да, то есть из Москвы в Якутию, а там что есть кино, да, то есть приехать абсолютно вот, ну как прыгнуть в океан со скалы, я считаю, да, то есть это большой, очень смелый шаг. Ну, нам повезло, что нам удалось поработать с ней. Она очень хорошо в кадре существует. А легко она вписалась? В принципе, вот актерский ансамбль подобран так, что каждая фигура там имеет свою довольно-таки сильную сторону и роль, да, свой путь. И то, что даже она была в каком-то таком диссонансе, это тоже играет на роль. То есть это тоже вносит свою черту в этот рисунок. Поэтому, да, я считаю, что она хорошо вписалась. И я знаю, что вы постпродакшн тоже практически весь сделали в Москве. Да. Там дешевле, или там просто лучше, или наши не умеют, или почему? Ну, там все-таки специалистов, конечно, больше. И в плане постпродакшена. То есть вот эти вот цветокоррекция, да, очень же много технических, вот именно технических, совершенно не творческих вопросов, которые нужно там вот решить, да, вот как переводить из одного формата в другой, цветокоррекции делать грамотно. И в этом плане, да, вот именно постпродакшн,
мы решили делать в Москве. Ну и звуковое оформление в Санкт-Петербурге делали. Фильм снят, смонтирован, вышел в прокат, и у него дальше уже своя жизнь начинается. И он живет совершенно самостоятельной жизнью уже в зрителях, и я как бы уже мало что могу с этим сделать. И лучше эту птицу отпустить, пускай она летает себе, чем вот все время его ловить и снова вот как бы пересматривать, да? Но вы ведь снимаете на цифру. Да. А хотелось ли когда-нибудь снять кино на пленку? Да, есть такая мечта. Потому что пленка, она, ну, сразу видно, что там изображение становится более глубоким. Там, что ни сними, да, на пленку, уже приобретает какой-то эффект такой магии кино. Если с цифрой потом приходится очень много работать именно в постпродакшене, да, цветокоррекции, фильтрами там какими-то создавать вот этот эффект, то на пленке вот этот эффект уже сам по себе проявляется. Да. А как вы пришли к режиссуре вообще? Через телевидение, наверное. Ну, потому что вот был Костя Данилов, а потом раз и появился Костас Марсан. Ну, это не имя, это псевдоним. Да. Ну, собственно говоря, с этого все и началось. До этого, ну как, была вполне себе стандартная телевизионная, там, скажем, карьера, а далее уже что-то в этом есть, кажется. А можно сказать, что вы намеренно исследуете разные жанры? То есть у вас каждый фильм в новом жанре. То есть значит ли это, что мы когда-нибудь увидим комедию от Марсана? Ну, если комедия, то, скорее всего, черная, да? То есть такой достаточно циничный юмор мне нравится, а вот всякое там ромкомы, да, там драмы, не знаю, вот я как-то пока не испытываю тягу к таким жанрам, но вот комедия вполне возможна. Спасибо вам огромное, Костас, что согласились вам, что ответить пригласили. на наши вопросы. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Встретимся, как всегда, по будням в 19:15.